Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какую правду вам сегодня откроет песок? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте вместе узнаем правду. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную и полезную информацию. Надеюсь, вы готовы к правде. Давайте будем начинать. Здесь показывают человека, который в вас очень сильно влюбился. Человек, который постоянно о вас думает и жизни своей без вас не представляет. Вы для этого человека вот как единственный родной близкий человек, вот как судьба. Человек где-то вот как рядом находится, руки к вам постоянно протягивает, то ли за руку с вами здоровается, то ли вот пытается руку поцеловать, то ли помощь вам предложить. А вы как бы думаете о чем угодно, но только не о том, что этот человек вам неравнодушен. Вот. Этот человек давно в вас влюблен, и не видит он жизни без вас. Он специально как-то вот маршруты свои меняет, подгадывает время, чтобы лишний раз там вас увидеть, либо с вами пообщаться. Причем это предсказание, оно справедливо как и для мужчин, так и для женщин. То есть если вы женщина, то в вас влюблен мужчина, который рядышком находится. И если вы мужчина, то в вас влюблена женщина. Да? Вот постоянно вы встречаетесь. И вам кажется, что это случайность, а на самом деле человек все это планирует, подсчитывает время, знает ваш маршрут, вот, старается вас вот где-то выследить, да, чтобы лишний раз вам на глаза попасться. У человека прям зависимость от вас выработалась. Да? Вот если день не увидит, прям ломать начинает. Плохо этому человеку. Почему не говорить напрямую о своих чувствах? Вы же сами себя знаете. Да? С вами такие разговоры не пройдут. Вы слушать не станете. Да? У кого-то еще может отыграться, что вы не свободны, что вы, например, в браке. Либо у вас там парень, девушка есть. Вот. Что есть, то есть. Вот любовь очень серьезная, сильная, все сердце, всю грудную клетку заполнила. Человек прям очень в вас нуждается. Человек постоянно вот как кружит вокруг вас. Не идет, что кружит вокруг вас. И все случайности, связанные с этим человеком, абсолютно не случайны. Да? Вот здесь как план. Постоянно попадаться вам на глаза, постоянно хоть как-то соприкасаться с вами, хоть чуть-чуть, да, вот прям хоть глазами, да, но соприкасаться. Почему-то руки протянутые показывают. Наверное, здороваетесь, либо при встрече пожимаете руки. Может быть, еще и как помощь, да, этот человек все время предлагает. Любит. Этот человек вас любит, и эта любовь, она как бы с каждым днем все сильнее и сильнее становится. Так, еще показывают какого-то усача. И этот усач, он очень нечестный человек. У человека усы, причем такие прям усы, да, это не какой-то маленький там коротенький мусташ, это прям усатый человек. Очень коварный тип, скользкий тип и всегда себе на уме. Вот вас предупреждают, чтобы вы с этим человеком дел не имели, иначе потом можете пожалеть, либо как в дураках остаться. Да? Такой вот матерый человек на что угодно может пойти, вообще ни стыда, ни совести, и ничем хорошим это не закончится, об этом говорят. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Так, здесь вас показывают, как будто бы вы в плену своих же каких-то страхов находитесь. Вот вам никто не мешает добиться цели, причем в самом ближайшем времени. Но очень много страхов и очень много какой-то неуверенности в себе. Как комплексы, да, скорее всего, комплексы.
Избавляйтесь от этого, вам это мешает. Никаких помех нет, ни от людей, ни от потусторонних сил, ничего нет. Все, что вам мешает, это исконно ваше, но внутри вас находится. Да? Это ваши страхи, предубеждения, настрой, да, отношения, это все ваше. Вот, надо просто решиться и делать. Никаких других помех нет. А страхов и сомнений у вас прям очень много. Откуда они у вас? Вот начните с этим разбираться, начните хотя бы по одному вытаскивать эти все комплексы, страхи. Поверьте, жизнь, она наладится. И то, чего вы хотите, вы вот прям добьетесь, быстро добьетесь. Причем гораздо ярче и лучше, чем вы там в голове себе представляете. Вот как в мечтах у вас идет. Слишком много страхов. Все на страхах как завязано. С этим надо обязательно что-то делать, бороться. Либо самостоятельно, либо привлекать специалистов и избавляться. Вам это очень по жизни мешает. Так, еще правда о работе здесь показано. Работа, которая не радует, работа, которая не кормит, а работа, которая ничего хорошего не сулит. Как засиделись вы на этом месте. Да? Эта работа уже себя давным-давно изжила, а вы то ли привыкли, то ли коллектив у вас хороший. Но вот как не можете вы, да, принять это радикальное решение и двигаться вперед. Но себя жалко, я вижу. Да? Вот задумываетесь порой, почему мне так не везет, почему у меня там должность маленькая, почему оклад такой скромненький, почему... Там другие растут карьерно, а я все на одном месте, как засиделась, засиделся. Потому что работа, вы выросли из нее. И в той компании, я так понимаю, что лучшего, большего не добьешься. Да? Может быть, там все распределено уже заранее, да, среди своих. И также, возможно, в принципе, да, такой вид бизнеса, он... большие деньги не обещает, скажем так. Да? Нужно двигаться вперед, причем у вас все для этого есть, и лодка, и весла, все есть, понимаете, все есть. Вот, и надо двигаться. Да? Возможно, время пришло присмотреть себе другую работу, либо перейти, например, на другое предприятие, может быть, даже в другую отрасль. Надо этим заниматься. Так можно и до пенсии досидеть, и как бы в жизни ничего не видеть. Дальше показано, что о вас тройка говорит с левой стороны. Люди, с кем вы дружите, общаетесь, может быть, в родственных связях состоите, они очень часто вас осуждают, обсуждают. Какие-то прям разговоры идут у вас за спиной. Там не успели вы с ними встретиться, поговорить, тут же они там раз организовались и втроем давай, значит, вас там обсуждать. И за это вперед, и в хвост, и в гриву, прям все про вас. Все не нравится, вы все не так делаете, вообще вы какой-то не такой человек, да? Много идет обсуждения, и вот почему-то еще идет осуждение. Вас за что-то осуждают. Может быть, за то, что вы как-то одеваетесь, выглядите, какой-то образ жизни ведете. Вот как осуждение идет. Хотя сами люди абсолютно никчемные и как неспособные ни к чему. Но осуждать они гораздо. В лицо вам очень мило улыбаются, в глаза заглядывают, но при этом гадости про вас говорят. И, возможно, вы даже что-то такое, как доносилось до вас, но вы не хотите в это верить, скорее всего, да, но это уже происходит. Возможно, давно происходит. Они могут вам комплименты делать в глаза, да, и тут же говорить: о, нацепила на себя, о, надела на себя, да, вот в таком ключе. Много разговоров, постоянные разговоры идут. Так, что-то продать. Вы хотите что-то продать? Не продавайте. Пока не надо продавать, иначе за копейки отдадите. Прибыль упустите. Сейчас продавать нельзя. Нет спроса. Здесь один человек будет приходить, как заглядывать и сбивать еще цену. А может быть, там сговор. Да? Люди сговорились, чтобы у вас за бесценок взять. Лучше не продавать, лучше подождать. Но если есть не просит, да, не требуется каких-то серьезных денег на содержание этого предмета либо объекта, да, лучше не продавать, лучше подождать. До лучших времен здесь показано. Не могу сказать, вы все разные. Но вам будут сбивать цену, либо за бесценок у вас заберут. То есть лишитесь вещи, за здорово живешь, да? Потому что как назад не вернешь. Так, а здесь нам показан момент с каким-то человеком, точку хотите поставить, не знаю, расстаться,
как прекратить отношения, прекратить общение. Но здесь показано, что точку ставить рано, вот как не все еще случилось, либо еще что-то должно случиться. Если сейчас точку поставить, то вы можете пожалеть. Вот какой-то даже сложной ситуации можете оказаться. Но надо немножко еще подождать. Тут как бы ждать уже тоже недолго, ну не больше, чем 2 месяца. И потом уже будете по-другому смотреть как-то на этого человека, либо по-другому относиться к тем отношениям, которые есть между вами. Ну, иногда бывают такие кризисные моменты, которые, кстати, длятся очень долго, и вы такая, ну все, с меня хватит, я устала. На самом деле показано, что нужно подождать. Но вот не все еще случилось, еще что-то должно произойти. И потом уже как-то все по-другому между вами будет. Мужчину здесь показывают. Мужчина смотрит налево, голова смотрит налево, а руки тянутся направо. Ну, тут как бы мужчина, скорее всего, он делает вид, да, делает вид, что он там равнодушен, либо делает вид, что ему все равно. На самом деле он очень сильно вот как боится вас потерять, либо боится какой-то вашей реакции. Здесь как маску надел, маску безразличия. На самом деле как бы какие-то жесты, какие-то поступки его там с головой выдают, да. Как обида у него какая-то есть, невысказанная обида. Не просто так он это делает. Он не охладел, он не потерял интерес, он не разлюбил. Здесь вот как обиделся на что-то. Про обиду не говорит, делает вид, что он равнодушен. На самом деле все ровно наоборот. Очень сильно боится вас потерять. Вот именно так показано. Для него очень важный человек. Мужчина, просто переворачивайте на себя. Если какая-то женщина ведет себя равнодушно, вот явно чего-то от вас ждет. И на что-то очень сильно надеется. Да? Это как такая форма протеста, либо форма обиды. Да? Вот уйти в себя, уйти в это равнодушие. Так, а вот здесь показано, что вас как кто-то не отпустил, либо не смог смириться с тем, что вы не вместе. Человек планы строит и мечтает о вас, получается, да? В мечтах вы вместе, в мечтах вы куда-то едете. Почему-то вот едете, может, в поездку какую-то едете. Вот как не смирился. Может быть, вы кому-то сказали, там, что все, мы прекращаем общение, больше мы не вместе. А человек вроде согласился, но не согласился до конца. Дальше. Вот здесь показан момент к вашему дому, к вашему порогу. Кто-то плохой приходит. Плохой, как что-то высматривает, вынюхивает. Я не могу сказать, что за вами следят. Здесь очень похоже на вора, скорее всего, да, который присматривается, что у вас там за замки, да, что у вас там в доме. Во-первых, закрывайте шторы. Всегда наглухо закрывайте шторы в темное время суток, когда вы включаете свет в доме, да, чтобы никто не мог просмотреть, что у вас там в доме находится. Дверь, если у вас хлипкая, то, возможно, стоит задуматься о том, чтобы дверь свою заменить. Да? Либо если у вас там ненадежный какой-то простой замок, да, может быть, установить дополнительный замок. Вот кто-то присматривается, кто-то очень неблагополучный, и это человек местный. То есть он не какой-то пришлый, да, вот не откуда-то приехал. Может быть, какой-то местный, я не знаю, там бомж, либо алкаш, да, вот прям как принюхивается, присматривается. Возможно, вы его видели пару раз там у себя около дома, либо в подъезде, да, приходил именно к вашей двери и именно вот приценивался, присматривался. Может быть, даже как сигнализацию вам стоит поставить. Человеку как нечего терять, понимаете, вот, ну, как пропавший уже человек. Но может как бы своими вот этими действиями и стресс вам причинить, и потери, как вы понимаете сами, да. Если у вас там все хлипкое, то, возможно, стоит задуматься о том, чтобы усилить замок, дверь, да, может быть, как я говорила, сигнализацию, либо камеру. Вот я знаю, даже люди, допустим, покупают муляж камеры, да, они его там вкручивают, и это тоже отпугивает там этих домушников, кто воры, кто они там, рецидивисты, да, вот подумайте об этом. Ну вот прям ходит, уже несколько раз ходил, и вот мне идет, что вы даже видели, что этот человек вот прямо рядом с вашим жилищем находился.
Недоброе задумал человек, недоброе. И от мыслей своих, вот не хочет отказываться. Потому что считает, что как вы легкая добыча, да, либо ваш дом, квартира легкая добыча. Вот это, кстати, важное предупреждение. И кого это предсказание коснулось, вот вы действительно видели какого-то неблагонадежного, подозрительного элемента рядом со своим жилищем, вот, пожалуйста, примите к сведению. Это прям очень важно. Ведь у меня женщина очень сильно детьми опекается, там прям очень сильно за детей своих переживает. Вот такая прям душевная гиперопека. Здесь показана именно гиперопека. Вы знаете, дети у вас славные. И вот эта гиперопека, она как будто бы ваших детей немножко самостоятельности лишает. С одной стороны, вам так спокойнее, я это понимаю, я как мама это тоже разделяю. Но с другой стороны, девочки, вот подумайте, что вот ребенок привыкнет, что кто-то за него все делает, да, вот и будет сидеть, клювик откроет и ждать, пока мама-птичка прилетит и в клювик положит. Ну, это как бы тоже неправильно. Если вы так любите детей, хотите о них позаботиться, так учите их самостоятельности, самостоятельно о себе позаботиться, что хорошо, что плохо, что опасно, да. Вот учите, да, лучше не так заботиться, а именно обучать своих детей, в них вкладывать знания, да, вот это как бы более полезно. Что ваши дети уже такие расслабленные показаны. Расслабленные и, извините за слово, да, к жизни не готовы. Вот к серьезной такой суровой самостоятельной жизни. А все ведь это нужно вкладывать прям с малых лет. Вот. Как-то надо вам немножко изменить подход к воспитанию детей либо внуков даже. Да, может быть, вы бабушка такая оголделая, с внуками своими носитесь от всех там каких-то опасных моментов, всего их оберегаете. Вот. То есть вы не благо делаете, а наоборот, как бы, сами понимаете, не буду произносить, но в общем вы поняли, да? Так нельзя, так не надо. Так, какую-то женщину показывают, она из-за вас плачет. Почему женщина из-за вас плачет? С левой стороны. Почему-то эта женщина считает, что вы ей жизнь сломали. Это именно женщина. И мужчинам, и женщинам идет предсказание. Вот она из-за вас плачет. Как-то ей в последнее время прям совсем плохо стало. И вот она именно вас в этом винит. Винит, но ничего с этим поделать не может. Почему-то как-то слез у нее много. Как у нее знак минус пошел, как меньше у нее чего-то стало. Меньше здоровья, меньше счастья, меньше радости, меньше денег. Вот вас она винит. Хотя, вы как бы о ней не думаете. И я не вижу, чтобы тут действительно была ваша вина. Единственное, что я могу вот как по этому бумерангу сказать, что вот ей прилетело за ее, наверное, какие-то прошлые поступки, проступки в вашу сторону. Вот поэтому, наверное, и плачет, и вас винит. Хотя, это бумеранг, это то, что возвращается, да. Скорее всего, она думала, что она там прям все может, все ей дозволено, да, вот как бы как позиция сильного, да, кто сильный, тот и прав. А видите, как все обернулось. Вот теперь она все время плачет. И плакать ей еще долго. Может быть, уже как до конца, только слезы и ждут ее в жизни. Здесь вот какую-то женщину еще показали, которая с вами типа тайнами делится. На самом деле это не тайны, это она все придумывает. Типа она вам секреты рассказывает. На самом деле это ее фантазия. Ей просто очень, наверное, скучно, либо хочется подчеркнуть свою значимость. Поэтому она всякую чушь вам и рассказывает. И вот вижу, что скоро вы это поймете, либо уже начали понимать, как догадываться, да, что что-то тут не так. На самом деле, да, ей важно, чтобы в ваших глазах она выглядела какой-то прям либо жертвой обстоятельств, такой несчастной, но сильной, либо что она прям такая крутая была, либо есть. Да, чуть ли тут не спецагент. И вот она вам это все втирает с честными глазами. На самом деле это все выдумки. Это прям совсем выдумки. Вообще как-то не принимайте эту женщину всерьез. И если она вам что-то обещает, что вот я тебя с кем-то познакомлю, либо сведу, там такие крутые люди, там все прям такое необычное, это все вранье, ни с кем она вас не сведет и не познакомит, она никого не знает, она обычная женщина. Причем какая-то не идет еще как забитая женщина. То есть вообще никого, ничего нигде нет, ни за ней, ни перед ней. То есть это все обман. Так, и в самом венце показан момент, который связан вот непосредственно с вами. Вот вы о себе не знаете.
Вообще здесь показано, что вас обижать нельзя. И вот те, кто вас обижают, они потом очень сильно жалеют об этом. Ну, либо им очень жестоко достается по жизни, по судьбе за то, что вас обидели. Тут как жертвы получается, да? Но хотя какие они жертвы, они преступники. Те, кто вас обидел в свое время, да, на протяжении жизни, они прям как в очередь уже выстраиваются. Их прям много-много с каждым, можно сказать, днем, неделей, да, и все больше и больше становится. Вот. И еще какая-то молва тут показана, что считают, что вы можете людей портить. На самом деле это не порча, это не про портить. Это про то, что людям прилетает. Вот как здесь женщине бумеранг, так и здесь как бы тем, кто в очереди стоит. Это именно обратка по чести, по совести, по справедливости. Не всегда она прилетает час в час, день в день, да, может быть, там по-разному происходит. Но вот эти люди, они про вас распускают сплетни, что вы там какой-то страшной силой обладаете, что вы там всех проклинаете, что вы портите всех, да, и что вообще страшная женщина, страшный мужчина, лучше вообще не общаться. Вот вы либо уже слышали, либо вот-вот услышите. Ничему не удивляйтесь, знаете, что это говорят только те, кто вас обижал и кто получил свое, да, вот прям за вас получил. Вот они об этом говорят. А что касается вашей силы, да, у вас есть сила, у кого-то прям сила, дар, а у кого-то прям как защита рода, очень сильно идет защита рода. И вот все, что в вас попадает, потом от вас же со страшной силой назад и отлетает. Именно в тех, кто вам посылал. Это вы должны про себя знать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.